Дорогие друзья, если вы считаете, что мы ребята, которые занимаются только разборами кино и творчества рэперов, то вот вам видеоэссе про здание. А если серьезно, то нас интересуют многие явления кыргызской и в целом центральноазиатской культуры, а также глубинные процессы, формирующие наше общество. Мы современные летописцы, которые подсвечивают то, что в тени. Мы объективно рассказываем о людях, институтах, творчестве, бизнесе, которые заслужили право быть вписанными в историю. Если бы в каком-нибудь 2005 году к вам подошел друг и позвал сходить на концерт в филармонию, вы бы, наверное, покрутили пальцем у виска и спросили, все ли с ним нормально. На сегодняшний день же ситуация кардинально изменилась, и поход на концерт в филармонию – это прекрасная альтернатива тому же кинотеатру. Целые семьи посвящают свои вечера прослушиванию любимой музыки в исполнении лучших кыргызских музыкантов. Причем речь идет о людях самых разных возрастов. Приходят как уже немолодые эстеты и ценители высокой музыки, выросшие на творчестве Асека Джумабаева, так и желающие приобщиться к кыргызской культуре юные поклонники каныкей. Для многих из наших зрителей, наверное, станет открытием, что филармония уже давно избавилась от образа заброшенной советской постройки напротив мэрии, возле которой вечно тусуются скейтеры и неферы. И у нее солд-аут и аншлаг почти на каждом концерте, но это чистая правда. Так что же это? Правильный маркетинг, улучшившееся качество исполнения или эксперименты с жанрами спасли некогда известную на весь Союз Кыргызскую национальную филармонию имени Токтогула Сатылганова? Что помогло ей вернуть былое величие? Давайте разбираться. Возникновение филармонии. Пожалуй, начать стоит с того, что филармония, как многие ошибочно полагают, это не просто огромное концертное помещение. Ее правильнее воспринимать как культурный институт, систему, содействующую развитию и популяризации музыкального искусства. Некоторые мировые филармонии функционируют, не имея собственного здания. Да что уж говорить, за примером далеко ходить не нужно. Кыргызская филармония была основана в 1936 году на базе оркестра народных инструментов и долгие годы не имела собственного концертного зала. Лишь в 1980 году, спустя 44 года, обзаведясь зданием с большим залом на 1108 посадочных мест и малым органным залом на 314 мест. Изначально миссия филармонии заключалась в трансформации фольклора в академическое искусство, к примеру, через создание оркестра народных инструментов и хорового ансамбля. Мы уже рассказывали в предыдущих видео о том, насколько важно было в те годы переложить уже существующий фольклор, столетиями устно передававшийся кыргызами из поколения в поколение, на нотный стан и, скажем так, оцифровать музыку, привести ее в более-менее академически приемлемый вид. Так вот, филармония как центр профессионального музыкального искусства сыграла в этом не последнюю роль. А также благодаря ей кыргызская музыка перешагнула границы юрт и гор, прозвучав в лучших залах мира. Филармонические ансамбли и оркестры регулярно гастролировали в Канаде, Франции, Японии, США и Швеции, познакомив зарубежного слушателя с кыргызской идентичностью и творчеством. Да, будет неправильным утаивать и тот факт, что в союзное время культура была и важным инструментом идеологического влияния и формирования образа советского человека. Концертные программы включали произведения, посвященные Ленину, партии и труду, но в то же время эта же площадка позволила сохранить и развить аутентичные музыкальные формы. Во филармонии зародились айтыши, выступления сказителей манаса и малых эпосов, певцов, исполнявших народные песни, а также кыргызские инструменты хомус, чопочоор, кылкыяк впервые были по-новому интерпретированы и зазвучали в полном академическом оркестровом контексте. Ну и, конечно же, филармония стала кузницей и домом для целой плеяды великих артистов, обретших всесоюзную известность. Например, Мурат Алы Куренкеев, солист филармонии, певец каякчи и комузист, оставивший нам в наследие около 80 собственных уникальных произведений, автор оркестровок народной музыки, заложивший фундамент академизма. Его ученик, народный артист Кыргызской ССР Карамолдо Орозов, также был солистом оркестра народных инструментов филармонии, впоследствии названный его именем. Саламат Садыкова, солистка ансамбля Камбархан при филармонии, ставшая впоследствии народной артисткой Кыргызской республики. Да даже не нуждающаяся в представлении Бибисара Бишиналиева, хоть и больше известна по работе в балете, именно филармония была одной из платформ, где она представляла национальное искусство в ранние годы, став символом культурной эмансипации. На грани выживания после развала Союза.
После развала Советского Союза для филармонии и всего ее коллектива наступили трудные времена, как и для большинства культурных институтов на постсоветском пространстве. В 90-е, само собой разумеется, приоритетом был выход из тяжелейшего экономического кризиса. У населения попросту не было денег ходить на концерты, а финансирование культуры резко сократилось. Музыкальные коллективы месяцами не получали зарплату, а гастрольных бюджетов не было и подавно. С открытием границ на рынок хлынула поп-музыка, шансон и турецкая эстрада, а телевизионные форматы стали развлекательными, на фоне чего академическая и народная музыка, основа филармонии, утратила массовую популярность. Концертные залы опустели. Артисты и выпускники консерваторий не видели будущего в академической музыке, довольно обоснованно считая ее бесперспективной. Весь персонал филармонии, от технического до музыкального, массово менял профессию, а помещения сдавались в аренду под любые мероприятия, чтобы хоть как-то выжить. Наверное, наиболее печально то, что в обществе устоялся нарратив, что быть музыкантом, особенно в академической среде, равно нищенствовать и не иметь возможности прокормить свою семью. А солисты филармонии – это не адаптировавшиеся к новым условиям люди пенсионного возраста, которые после редких концертов где-то подрабатывают учителями вокала. Грустно осознавать, сколько потенциальных ребят уже на основании этого нарратива на этом этапе развернулось и, обладая огромным музыкальным талантом, ушло в другие сферы. И так продолжалось вплоть до 2010-х годов, когда неожиданно произошел ряд кардинальных изменений. Что же такого произошло? Реформы, вернувшие былое величие. Когда в 2013 году народный артист Кыргызской республики Кыргызбай Осмонов был назначен генеральным директором филармонии, это стало точкой отсчета для новой эпохи. Он пришел не просто в качестве администратора, а как музыкант, воспитанный на традициях, но одновременно с этим открытый к переменам. У него был четкий план преобразований и видение того, каким должно быть сердце музыкальной жизни страны. Филармония на тот момент переживала непростые времена. Технически устаревшее здание, слабое медийное присутствие, стагнация концертной активности и ограниченный репертуар. Осмонов сразу обозначил приоритеты: инфраструктурная модернизация, обновление состава, открытость к новым жанрам и, самое главное, возвращение зрителя в зал. Ключевым шагом стал капитальный ремонт здания филармонии, проведенный в рекордные сроки весной 2019 года. Именно Осмонов стал одним из инициаторов проекта, который был поддержан на самом высоком уровне со стороны правительства и лично президента. Впервые с момента постройки здание было полностью обновлено. Зрительный зал, сцена, гримерки, акустика, освещение, системы безопасности – все было приведено в соответствие с современными стандартами. Осмонов не просто контролировал процесс со стороны, он лично участвовал в согласовании дизайна, сохранении национального стиля интерьеров и внедрении новых технологий. Филармония не только обрела физически новый облик, она получила новый импульс к развитию. Филармония начала целенаправленно омолаживать коллектив и открыла двери для молодых музыкантов, дирижеров и солистов, доверяя им главные сцены страны. В то же время были созданы условия, при которых опыт старшего поколения не был утрачен, а наоборот, стал частью диалога поколений. Это редкий случай в культурной среде, когда мастера и новички работают не параллельно, а совместно. Осмонов понимал, что без смены лица филармонии, кадровой, программной, ментальной, невозможно вернуть доверие аудитории, поддерживая эксперименты, новые формы подачи, мультимедийные шоу, концерты с элементами театра и даже саундтреки к фильмам. Под его началом филармония превратилась в настоящий культурный центр столицы, а не просто концертную площадку. Возродились заброшенные фестивали, появились новые. Международный фортепианный форум «Виват Рояль», детский фольклорный фестиваль «Наристе», вечерние опен-эйр-концерты, киноконцерты с симфоническим оркестром. Отныне на афише можно увидеть и симфоническую классику, и фольклор, и эстраду. Публика начала возвращаться, филармония снова стала модной среди молодежи, а само здание начало возвращать себе статус визитной карточки города. Отличным ходом стало и вхождение филармонии в медиапространство. Поддерживая цифровую трансформацию, руководство филармонии дало зеленый свет онлайн-концертам в пандемию, активному SMM-продвижению и присутствию на ТВ. Появились видеофрагменты, интервью с артистами, интерактив с публикой. Это помогло выйти за пределы концертного зала и создать живую, узнаваемую филармонию. Не элитную и отстраненную, а открытую и современную. С момента реформ Осмонова филармония стала самой посещаемой концертной площадкой страны, лидером по разнообразию жанров, площадкой для международных форумов и официальных церемоний и вошла в список топ-10 концертных залов СНГ.
по версии Турстат. А сам Кыргызбай Осмонов был удостоен ордена Манас 3-й степени не только за заслуги в культуре, но и за то, что он сумел вдохнуть новую жизнь в институцию, ставшей символом культурного возрождения страны. Параллельно со всем этим на отечественной сцене в 2018 году расцветает поколение музыкально одаренных и, что немаловажно, умных исполнителей, которые хорошо понимают своего слушателя и умеют адаптироваться под него, готовы экспериментировать и осознают важность правильного медиапродвижения, коллективной ответственности и командной работы для избавления от устоявшихся негативных нарративов, связанных с филармонией. Во многом именно этот симбиоз энергичной, талантливой молодежи, непосредственно участвующей в процессах принятия решений, и гибкого руководства, не боявшегося экспериментировать, и определил нынешний успех филармонии. Так давайте же теперь обсудим, почему вам стоит хоть раз посетить концерты, проводящиеся в филармонии. Репертуар. Почему на концерты ходят целыми семьями, а выступления не наскучивают ни детям, ни взрослым, ни пенсионерам? В первую очередь, потому что, попав на концерт, вы услышите музыку любого поколения, как отцов и матерей основателей кыргызской музыки, так и современных звезд. Вот вам несколько примеров исполнения солистами старых всем знакомых песен, уже вошедших в зал славы кыргызской классики. Кетериңдене дүние турунан качкан бүркүтсүң. Маңдай чачым маргалаң жибегиндей мөлмөлүм, сенин ышкың баланын тилегиндей мөлмөлүм, гүлдар кылчы жүрөктүн сен какшып жаткан чөлдөрүң. Boynan almalınına yol bağlamın, almanı götür albay sandalamın. Oylasam içim giyöp bir özün o, işine tabiatın. Отметьте, как эти песни были интерпретированы в современном звучании, чтобы их прослушивание стало приносить еще больше удовольствия. Особенное внимание следует обратить на то, что некоторые дирижеры филармонии проделывают большую работу по приучиванию аудитории к академически правильной технике пения, потихоньку идут в сторону отказа от приназаленного звука, извлечения звука через нос, к сожалению, почему-то воспринимающегося всеми как исконно кыргызской манеры пения. Это неправда. Отношения у приназаленного звука к исконно кыргызской манере пения нет никакого. Вспомнить, к примеру, Кюдюмчок Атая Огунбаева и Айнагуль в исполнении Асяка Чумабаева. Что-то извлечение звука через нос мы здесь не видим. Aynagül yutta gele maro yangangay na. А теперь попробуйте сравнить аутентику старой музыки с тем, как на концертах исполняются более современные кыргызские песни. Невооруженным глазом видно, сколько работы над аранжировкой и манерой исполнения было проделано для того, чтобы песни нравились слушателю любого возраста. Но что самое главное, репертуар ни в коем случае не ограничивается кыргызской музыкой. Это может быть что угодно, если это свежо и достаточно экспериментально. На недавнем концерте организаторы вообще решили добавить в концертную программу песню «Металлики», познакомив многих слушателей и с зарубежной классикой рока. Исполнители.
Конечно же, многие приходят на концерты даже не из-за конкретных песен, поскольку часто слушателям даже неизвестно, что именно сегодня будут петь, а из-за солистов, оркестра и в целом качественного исполнения песен. Солисты же, в свою очередь, отличаются своей собственной уникальной техникой и манерой исполнения. Солистов в филармонии довольно много, и не в обиду тем, кого мы не назвали, упоминать каждого мы, конечно, здесь не сможем. Перечислим лишь некоторых из них. Ханакей – неординарная поп-певица с эпатажным образом и проникновенным голосом, которую зритель ценит за самобытный стиль, смелые эксперименты и глубокую лирику. Урал Чокоев – невероятно харизматичный и энергичный фронтмен, известный своей способностью завести и оживить любую публику. Элера Кабылджан-кызы – юная музыкальная исполнительница, отличительной особенностью которой является выступление в стиле кроссовер, умение собирать и исполнять композиции на стыке различных жанров. Рыскельди Сатыбалдиев – звезда кыргызской эстрады, известный своими душевными мелодичными песнями. Он покоряет сердца публики с искренним исполнением романтических композиций на кыргызском языке. Сырга Сагынбекова – молодая певица, быстро завоевавшая любовь публики своим сильным голосом и современным стилем эстрадного вокала в жанрах поп и R&B. Что важно, руководство филармонии не пускает все на самотек, а действительно вовлечена и заинтересована в продвижении своих солистов. Например, на любом мероприятии, проводящемся в ее стенах, сторонние организаторы обязаны включить в программу выступления нескольких солистов из пула филармонии. А также этот список периодически меняется и пополняется новыми талантами. Шоу. Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть непосредственно саму шоу-программу. Выше мы уже говорили о том, что зачастую никто даже не догадывается о том, какие песни будут исполнены, что не может не вызывать живой интерес, а организаторы могут неожиданно включить песню Металлики или, к восторгу зрителей преклонного возраста, пригласить исполнить песню солистку, выступавшую еще в советское время, например, Зейнеп Шакеева. На сцену могут выкатить тележку с яблоками, из которой вылезает солист, или даже бывали случаи, когда он элегантно спускается на тросах с потолка филармонии. Это полноценное шоу, когда организаторы экспериментируют и выкладываются на полную, а зрители понимают, за какие эмоции они заплатили деньги. Медиапродвижение. Ну и, конечно же, все вышеперечисленное нужно правильно освещать и продвигать в рамках медиакомпаний в соцсетях. Посмотрите на то, как по-современному свежо выглядят странички филармонии, а также Государственного академического оркестра народных инструментов имени Карамолдо Орозова. Продуманная маркетинговая стратегия, качественный продакшн и визуал также сыграл свою роль для того, чтобы концерты в филармонии не просто возобновились, но и стали популярным досугом не только для многих бишкекчан, но и для тех, кто реально приезжает из других городов и сел специально ради них. Вот таким вот образом ряд кардинальных реформ, упорный труд большого количества людей, ну и, возможно, щепотку удачного стечения обстоятельств вернули Кыргызской национальной филармонии былое величие, и ее залы ломятся от количества посетителей. А возможно, это только начало становления чего-то еще более важного.
Мы составили свое мнение. Теперь сходите на их концерты и составьте свое. Если же вы знаете людей, институцию или, скажем, бизнес, которые, на ваш взгляд, заслуживают того, чтобы мы о них рассказали в своих видеоэссе, или же вы чувствуете, что это вы сами, пишите нам в Инстаграм в личные сообщения, и мы поделимся вашей историей в эксклюзивном формате. С вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках. Ушул үйдүн коросу малга толсун, кампасы даңга толсун. Ушул үйгө береке, кут колсун.